Здравствуйте, вы смотрите новости Осетии, в студии Лисо Хабалова, и коротко о главном к этому часу. Ситуация с распространением COVID-19 на территории Северной Осетии стабильна. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба. Между тем, в республике продолжается реализация комплекса мероприятий по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Детей кормят отлично. У нас, по мере наших возможностей, тоже все санитарные нормы мы стараемся соблюдать. Активисты ОНФ побывали в нескольких школах Беслана, провели мониторинг горячего питания для младших классов. Остались ли довольны общественники, расскажем в выпуске. Было бы неплохо, конечно, чтобы здесь привели все в порядок, лавочки. Территория памятника осетинскому поэту и священнику Аксо Кольеву требует ремонта. Сквер, на котором находится мемориал, не благоустроен. Разбитые лавочки, разрушенная арка и отсутствие урн – лишь часть проблем. Строительство мусоперерабатывающего завода приостановили из-за отсутствия необходимых документов. Такое решение принял в Рио глава республики Сергей Миняйло на заседании правительства. Работы на объекте заморозили из-за отсутствия инвестиционного проекта. У руководителей региона в том числе возник вопрос, на каких условиях для республики завод будет работать в будущем. Вопросы касались и повышения тарифа на вывоз мусора. Согласно проекту, они будут увеличиваться ежегодно на 25%. При этом не учитывается инвестиционная составляющая. Сергей Миняйло поручил в ближайшие дни подготовить инвестиционный проект и предоставить необходимую документацию, в том числе и по тарифному плану. Все условия выполнены, земля выделена без аукциона. Какая-то стройка идет. Понимание, как он будет реализован с точки зрения строительной, конечно, есть. Но понимание дальнейшей перспективы, на каких условиях для республики это все будет, понимания нет. И возьмите за правило, это касается всех. Пока Совет по инвестициям, инвестиционный совет не рассмотрит проект, пока не будет четкое понимание, на каких условиях реализуется инвестпроект, то ли это концессия, то ли это еще что-то, никаких движений быть не должно. Потому что сегодня чем закончится инвестиционный проект по строительству полигона для нас с вами и какими обязательствами республики, непонятно. Также в Рио главы республики поручил восстановить работу архитектурно-градостроительного совета. В него должны входить не только чиновники, отмечает Сергей Миняйло, а также представители бизнеса и сферы рекламы, представители Союза архитекторов и общественности. Совет на постоянной основе будет рассматривать проектные решения всех застроек в республике. Руководитель региона также поручил подготовить ГОСТ по размещению уличной рекламы. Проект подготовят на примере проспекта Мира. Давайте возьмем теперь проспект, сделайте картинку в 3D, чтобы мы ее могли показать сами, увидеть и людям показать, как есть на самом деле. Не в фотографиях, а в фильме. Как есть на самом деле и как должно быть. И покажем, как меняется облик города или улицы, когда мы все приводим в соответствии с ГОСТом. Ситуация с распространением COVID-19 на территории Северной Осетии стабильна. Темпы суточного прироста заболеваемости за неделю на 6,7% меньше, чем за прошедший аналогичный период. Об этом заявил главный санитарный врач республики Алан Тибилов на заседании оперативного штаба. Провел его в Рио главы республики Сергей Миняйло. В республике продолжается реализация комплекса мероприятий по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Руководители республиканских медучреждений доложили об остановке в стационарах и о мерах, которые принимаются для минимизации темпов распространения COVID-19. Сергей Миняйло поручил Министерству здравоохранения пересмотреть процесс
маршрутизации пациентов. Перепрофилированные стационары необходимо планомерно переводить на обычный режим работы. Между тем, нужно определить отделение, которое будет и дальше принимать пациентов с коронавирусом. Важный вопрос повестки – ход вакцинации населения. Сейчас в республике активно проходит прививочная кампания. При этом необходимо усилить информационно-разъяснительную работу среди жителей республики. Сергей Меняйло дал поручение главам муниципалитетов провести подворовые обходы, проинформировать население о необходимости вакцинации от коронавируса. В свою очередь, в Рио вице-премьера республики Лариса Туганова предложила привлекать к этой работе сотрудников центров социального обслуживания населения, расположенных на территории муниципальных образований. Сергей Меняйло подчеркнул, что республиканские власти совместно с представителями профильных федеральных ведомств, расположенных на территории Северной Осетии, должны оценить и предусмотреть возможные риски повторной вспышки коронавируса и свести их к минимуму. В Северной Осетии продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первый компонент вакцины уже получили 39 207 человек. Второй – 28 221 человек. Медработники республики рекомендуют населению заботиться о здоровье и активнее проходить вакцинацию. Отметим, привиться от коронавируса можно во всех районах республики и обновленных ФАПах. Работая врачом на скорой помощи, мы видим и наблюдаем каждый день то, что заболевшие коронавирусной инфекцией переносят в тяжелой форме. И исходя из того, что мы это видим, наблюдаем каждый день, мы призываем жителей республики проводить своевременную вакцинацию против коронавирусной инфекции. В Владикавказе состоялось торжественное открытие швейной фабрики «Сандора». Предприятие обеспечивает своей продукцией Министерство обороны России, шьют обмундирование для МЧС России и Генеральной прокуратуры. На заводе побывал в Рио глава республики Сергей Меняйло. Он отметил, что проделанной работой можно гордиться. Работа проходит слаженно, особенно важно, появились новые рабочие места. На месте побывала и наш корреспондент Алина Хасцаева. Работа над изделием начинается в раскроечном цехе. Процесс почти полностью автоматизирован. Оборудование вырезает ткань по нужным размерам, которые заранее задают на компьютере. В день удается сделать больше 2000 заготовок. Сейчас у нас на данный момент лежит готовый настил, который мы можем уже в работу взять. Здесь у нас в компьютере перекидываем раскладки, которые соответствуют нашему настилу, и запускаем комплекс, который нам изготовит детали и полностью костюм. Все детали будущего костюма отсюда попадают в швейные цеха. Каждый работник отвечает за отдельную операцию. Кто-то собирает рукав, кто-то работает с карманами и фурнитурой. Все работают как единый слаженный механизм. Моя задача соединить спинку, плечевые швы с полочкой. Она сразу дает шов и сразу оверлок, закрывает все грязные швы. Больше уже тут ничего не надо делать. У нас очень много операций, и каждая операция последующая, поток называется, поточная работа у нас. Демисезонные куртки, костюмы, сумки и футболки. Для пошива изделий в цехах компании «Сандора» есть современное оборудование. Швейные машинки, станки, механизмы для работы с фурнитурой. Мы находимся рядом с автоматом для заготовки карманов, который позволяет нам сократить время на изготовление этого кармана в разы, что увеличивает, естественно, наш выпуск. Последний этап работы над изделием – контроль качества, чтобы избежать любого брака. Проверяем средний шов, рост проверяем, пояс проверяем, качество шва проверяем. У нас все соответствует. Если какие-то браки, если браки бывают, то мы отправляем на переработку. Предприятие – производственная площадка компании «Сандора» во Владикавказе, а это, в свою очередь, дочернее предприятие компании «Военторг». Своей продукцией оно обеспечивает Министерство обороны России, шьют обмундирование для МЧС России и Генеральной прокуратуры. Фабрика может производить 40 тысяч костюмов и 15 тысяч курток каждый месяц. Ассортимент широкий. В будущем планируется расширять ассортимент. Собираемся увеличивать производственные мощности, набирать новых сотрудников, создавать дополнительные рабочие места. Площадка работает уже практически год, а сегодня состоялось официальное открытие. На торжественном событии в Рио главы республики Сергей Меняйло. Он поздравил работников компании и отметил, что «Сандора» – это современная развивающаяся площадка, где постоянно внедряют в производство последние технологии. Любое открытие
любое производство – это движение вперед. Пускай маленькое, но тем не менее. Вот если посмотреть на эту фабрику, она, казалось бы, не совсем большая, там 800 с лишним человек работает, но поставляет свою продукцию или пошив военной формы одежды практически для всех вооруженных сил. Поэтому это вот небольшая такая точка роста и небольшая точка дружбы с Министерством обороны. Сергею Миняйло показали все этапы производства. Он пообщался с сотрудниками и оценил качество продукции. Вместе с руководителем региона с работой фабрики ознакомились генеральный директор компании «Военторг» Владимир Павлов и начальник вещевого управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России Валерий Кудрявцев. Сейчас в штате фабрики 859 человек. В планах набрать еще около 200 сотрудников. Алина Хасаева, Хетак Гапоев. Новости Осетии. Вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков в республике обсудили на рабочей встрече в Рио главы Сергея Миняйло и руководитель аппарата антинаркотической комиссии региона Луиза Лебедева. Особое внимание профилактике наркомании, лечению и реабилитации лиц, страдающих наркотической зависимостью. Сергей Миняйло напомнил, что в прошлом году президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики страны до 2030 года. Документ предполагает эффективную совместную работу правоохранительных органов, медучреждений, муниципальных антинаркотических комиссий по раннему выявлению наркопотребителей, а также сокращение больных наркоманией и снижение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. По словам руководителя региона, все заинтересованные структуры Северной Осетии должны приложить максимум усилий по своим направлениям для совершенствования этой работы. Насколько сбалансировано меню в школьной столовой, горячим ли подают блюда к столу, а главное, по вкусу ли еда юным дегустаторам? Ответы на эти и многие другие вопросы попытались получить активисты ОНФ, которые регулярно мониторят качество горячего питания для младших классов. С начала учебного года общественники побывали в 83 школах республики. В этот раз отправились в Беслан. Подробнее в материале моих коллег. Завтрак в 6-й школе Беслана строго по расписанию. На столах уже горячий чай и хлеб. Сегодня в меню котлеты с макаронами. Меню у нас 10-дневное, но в каждую неделю входит рыба, входит котлета, а так меняется меню, и гарниры тоже меняются. Самое обидное бывает то, что когда человек готовит, как бы вкладывает душу, и дети, допустим, вот рыбу очень плохо едят дети. Они ее практически, вот несколько человек, остальная вся рыба идет в отходы. Амина, тебе нравится? Мне нравится быть в столовой. Вкусно готовят? Да. Тем временем представители Общероссийского народного фронта осматривают столовую. Когда завершится учебный год, приступят к ремонту. Его не проводили более 30 лет. Эксперты проверили и организацию работы пищеблока. Помещение содержится в чистоте. Работники, как и положено, в специальной униформе. У экспертов возникли нарекания по поводу оборудования. Впечатление неплохое. Конечно, нуждаются в приобретении отдельных единиц технологического оборудования. Там уже, кстати, начался капитальный ремонт. И обещали еще, не хватающее технологическое оборудование, в рамках этого ремонта подкупить. Во-первых, мы заказали столы. У нас не хватает столов производственных. Потом мы заказали мясорубку новую, овощерезки, такие большие, стационарные, блендеры, такие тоже не маленькие, не бытовые, большие стационарные. И будем ждать. К слову, в начальных классах 6-й школы обучается 415 школьников. Горячее питание получают и 62 ученика-льготника. Ученики 7-й школы Беслана тоже знают, что их накормят сытно и вкусно. Перед завтраком обязательно моют руки. Перевес небольшой. Главное, по словам экспертов, что нет недовеса. Контрольное блюдо прошло оценку. Как и полагается, оно на раздаче и обязательно с табличкой. За весом и качеством продуктов следят сотрудники пищеблока. Школой нашей приобретен для кухни новый жарочный шкаф. Только что мы готовили котлеты. Котлеты у нас должны быть в первую очередь соответствовать весу и, конечно же, качеству. Вот. Следующее у нас мытые яблоки. Они должны
подаваться сразу по 100 грамм детям на раздачу. Представители регионального отделения ОНФ осмотрели складские помещения. Здесь 3 холодильника с продуктами. Молочко, молоко, сметана, творог. Здесь у меня масло сливочное. А это они сейчас в теле делают на завтрак. А обязательное условие, отметили эксперты, соблюдено. Мясо и рыба хранятся раздельно. Я могу сказать, что дети, конечно, очень вкусно накормлены, их кормят вкусно, сытно. Тем более многие из этих детей из малообеспеченных многодетных семей. Я сама, как многодетная мать, могу сказать, что детей кормят отлично. У нас, по мере наших возможностей, тоже все санитарные нормы мы стараемся соблюдать, как на кухне, так и вообще по школе. Столовая средней школы номер 5 рассчитана на 108 посадочных мест. Всего учеников начальных классов 164, в их числе и ученики-льготники. Эксперт регионального штаба ОНФ изучает журнал брокеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. Все необходимые данные занесены. По нормам Санпин такой журнал обязателен. К слову, документация здесь, как и в других школах, соблюдается должным образом, как и в целом организация горячего питания. Сейчас вот то, что дети все кушают, вся начальная школа, это очень хорошо, потому что раньше было, что отдельные категории только кушали, и получалось, что одни дети другим завидовали, почему они кушают, а другие нет. Сейчас вся начальная школа у нас кушает, все 164 человека обеспечены полноценным, хорошим питанием, кушают с удовольствием. Дети довольны, родители тоже. В 7-й школе содержится пищеблок в чистоте, и все необходимые требования к организации питания, горячего питания школьников тоже соблюдаются. Выражаем надежду, что на 2022 год они в плане капитального ремонта, и там будут исправлены, устранены те недостатки, которые и директор школы отмечал, и нами отмечено. В 5-й школе все требования соблюдаются. Питание везде, во всех школах, в том числе и в этой школе, соответственно, того меню, которое утверждено Министерством образования. С начала учебного года региональное отделение ОНФ проверило организацию горячего питания в 83 школах республики. Последним пунктом был правобережный район. В целом эксперты остались довольны увиденным. Все нарекания будут направлены в районную администрацию и управление образования. Лидия Цахилова, Заур Кодзаев. Новости Осетии. Стройотряд из 230 студентов СКГМИ отправится на работу в Норильск. Горняки, металлурги, строители и механики 4 месяца проведут на передовых предприятиях Норильский никель и Юж-Урал-золото. В отряд попали только хорошисты и отличники. Для Норникеля вуз давно стал главным поставщиком молодых кадров. Предприятие «Мировой флагман» горно-металлургической отрасли, и для студентов это уникальная возможность поработать на современном оборудовании, изучить тонкости будущей профессии. По традиции, лучшие специалисты после обучения останутся работать на предприятии. Сегодня в добрый путь ребят проводили родители, преподаватели и заслуженные работники горно-металлургической промышленности. Через 10 дней приезжает огромная делегация Юж-Урал-золото. Фактически все топ-менеджеры Юж-Урал-золото будут здесь. Сначала я лечу к ним. Мы проводим совместную конференцию в Магнитогорске, потом вместе возвращаемся на их самолете сюда. И там мы договорились еще 50 стройотрядовцев отправиться в этом году первый раз в Юж-Урал-золото. Поэтому я думаю, что мы в этом году до 400 цифру такую доведем. Это самый крупный студенческий строительный отряд в Российской Федерации. Я бывал на Сахалине и в Красноярске. Там тоже проходили практику. Сейчас едем в Норильск. Опыт уже есть, так что я знаю, чего ожидать, что там будет, как. Насчет этих стройотрядов хотелось бы поблагодарить, конечно, руководство вуза, что они занимаются этими вещами. И Норильск, который предоставляет возможность вот так вот студентам уезжать, показывать себя. Разбитые скамейки, отсутствие урн и аварийное состояние арки. Так можно описать территорию памятника Аксокольеву. Мемориал выдающемуся остинскому поэту, священнику XIX века установили в 2006 году. Он расположен в сквере недалеко от стадиона «Спартак». Место отдыха для многих горожан уже давно требует внимания. Когда городская администрация благоустроит территорию, в нашем следующем сюжете.
Небольшой сквер в оживленном месте. Казалось бы, идеальное место для отдыха людей, но на деле совсем по-другому. Неблагоустроенная территория сразу бросается в глаза. Нехватка урн и разбитые скамейки, из которых торчат гвозди, а некоторые лавочки и вовсе удивляют. Такие старые обветшалые двери часто можно встретить возле мусорных баков, но для этой двери применение нашлось. Правда, крайне неожиданное. Она используется как скамейка в сквере имени Аксо Колиева. Аксо Колиев – выдающийся остинский священник XIX века. Помимо этого он писал стихи, занимался просветительской и общественной деятельностью. В аварийном состоянии и арка у памятника Аксо Колиеву. На ней образовались огромные трещины. Люди говорят, она уже представляет опасность. Мы живем здесь недалеко, и это ближайшая территория, на которой можно прогуляться с ребенком, как бы быстро выйти из дому и самое ближайшее. Было бы неплохо, конечно, чтобы здесь привели все в порядок, лавочки, вон эту арку, которая скоро просто на кого-нибудь упадет. Территория большая, хорошая, и было бы неплохо, чтобы это все как-то привели в порядок немножко. В администрации города о проблеме знают. Говорят, объект непростой, но планы по его благоустройству уже есть. Это сложный объект для благоустройства, так как и масштабами, и своей историей, насколько вы знаете, там раньше было кладбище, поэтому нужно подходить, нужен особый подход в благоустройстве такой территории. И для его благоустройства администрации запланировано создание отдельного проекта, но финансирование его не предусмотрено, будет в рамках федеральной программы. Город планирует это сделать поэтапно. В администрации уточнили, что благоустройство сквера начнется в этом году. Работы планируют провести в 3 этапа. Батрас Загуров, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Сегодня вся страна отмечает День пионерии. Один из важных праздников советского времени. Во всех школах и учебных центрах нашей республики состоялись открытые уроки, где ученикам рассказали, что такое пионерская организация, какие она выполняла задачи, какую играла роль для страны и молодого поколения. В Центре дополнительного образования «Юстас» провели литературную игру по повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». В ней приняли участие 5 команд. В игре участвуют 5 команд. Это 3 команды сугуровцев, команда пригородного детского творчества и школа Института цивилизации. Мы всегда дарим книги, замечательные книги, которые будут полезны детям. Вы смотрели новости Осетии. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.